Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Федорова Сандарья, я ученица 9 класса Малаканской школы. Тема моей работы – магический реализм в повести Артема Ляховича «Черти лысы». Выбор темы определяется актуальностью изучения творчества трехкратного лауреата популярного конкурса современной детской и подростковой литературы книгуру Артема Ляховича, возросшим интересом к магическому реализму в современном литературоведении. Цель работы – провести анализ повести «Черти лысы» Артема Ляховича на предмет ее соответствия поэтике магического реализма. Задача – изучить особенности магического реализма, проанализировать повесть Артема Ляховича «Черти лысы», определить соответствие художественного своеобразия повести поэтики магического реализма. Гипотеза исследования. Повесть «Черти лысы» Артема Ляховича написана в поэтике магического реализма, как сказал сам автор в интервью. Теоретическая и методологическая основа исследования. В контексте изучения поэтики магического реализма используются исследования Панчехиной, Биякиевой, Кислицыной, Шамсуддиновой и Гофмана. Магический реализм – осмысление мифической магической модели мировидения с характерным органичным использованием элементов фантастики наряду с обязательным наличием черт исторической реальности. Методы исследования. Учение, анализ научной литературы, наблюдение, сравнение, статистический и лингвистический анализ, обобщение. Анализ научных трудов ученых выявил, что они выделяют такие основные признаки магического реализма. Наличие двойной реальности, реальной и чудесной, сосуществование, взаимопроникновения этих реальностей. Искажение пространственной жизнеподобия свидетельствует о сверхреальном магическом содержании. Главное значение придается магическому влиянию слова, в результате которого герои в переломные моменты ищут другой мир. Время субъективное и относительно, что является следствием отказа от рационалистического мышления. Карнавализация как один из важнейших компонентов поэтики магического реализма. Карнавал-ярмарка апеллирует к принципу многоголосицы, смешивания языков и различных речевых жанров. Мотивы множества героев произведений магических реалистов очень одиноки, часто страдают и носят терновый венец. В практической части мы попытались выявить признак магического реализма в повести Артема Ляховича «Черти лысы». Двоемирие в повести настоящей жизни, в которой герои чувствуют себя несчастными и одинокими. Чудесные реальности Синего озера, где Лянка и Марик стали настоящими друзьями. Также мы нашли отражение двоемирия в именах. Имена кардинально меняются. Марк Баранович Баранович, Марик Кошмарик, Милана Лянка, Ангелина Гелька, Марат Артурович Баклан, название дома чертежник, чертюшник. В результате исследования сверхреальное магическое содержание мы нашли в следующих моментах. Искажение жизненного подобия происходит, когда герой оказывается в сложной жизненной ситуации. Двойное значение названия повести «Черти лысы», ругательство и реальный образ лысых Марика и Лянки. Ругательство, как название повести, указывает на проблемы отсутствия взаимопонимания между людьми, на низкую культуру людей. Исследователи магического реализма указывают на то, что слову придается огромное магическое значение. В повести такое значение имеет история Марика, связанная с Синим озером. Методом статистического анализа мы выявили, что Синее озеро упоминается 21 раз, с каждым разом расширяясь и изменяясь. Реальность Синего озера связана с самым счастливым воспоминанием Марика, с образом настоящего любящего папы, с тем местом, где герои чувствуют себя настоящими, и с прекрасным, удивительным по красоте местом и другие. Признак магического реализма как относительное времени мы нашли в следующих моментах. Время в повести реальные обычные ночи, день, месяц и необычные целый миллиард лет, 3 неполных дня как год, несколько дней в чертежнике как час назад. Карнавальность в повести мы выявили из сюжетной линии. Преображение внешности главных героев, бегство из дома, выступление Лянки перед публикой, плановый пикник Тюховых, больше похожий на ярмарочное гуляние, спектакль про чертенка как ярмарочное представление, черт как главное лицо всего театрального действия и ярмарочные многоголосицы, смешивание языков и различных речевых жанров. Карнавальность в повести многоголосицы. Методом лингвистического анализа мы выявили такие группы лексики ограниченного употребления, как грубо просторечные слова, молодежный сленг, уголовный жаргон. Методом статистического анализа мы нашли 165 единиц нелитературной лексики. Эти единицы мы определили по их признакам в разные группы. Это просторечные слова, измененные по фонетике «вообще», «сейчас», «жизнь», «тудой», «сюдой», просторечные слова «уродуюсь», «захреначил», «намазюкан» и другие. Грубо просторечные слова «фигня», «засранец», «черножопая», «дивилка конченая» и другие.
Просторечные выражения «бабки просирать пуп земли», «капец как красиво» и другие. Молодежный сленг «няшные», «родаки», «ржач», «мобилка», «тупил» и другие. Воровской жаргон «по сиськам», «жратва», «сидел», «тятцу», «мухлёж» и так далее. Эта многоголосица, разные речевые жанры выражает также авторскую позицию о культуре речи. Эту позицию в повести мы видим в культурной литературной речи Чуховых. Отец семейства Иннокентий Петрович говорит: надо взвешивать слова, выбирать их тщательнее, чем Лена выбирает корм для Агафона. Помнить, что в каждом слове есть что-то твое, а есть что-то чужое. И нужно, чтобы другой человек понял именно твое, а не чужое. А вторая — не видеть вместо людей слова. Признак магического реализма как мотив одиночества мы видим в судьбе Марика и Лянки. А Марик и Лянка очень страдают от этого, что их родители их не понимают. Тема одиночества героев отражает идею произведения показать проблему отцов и детей в современном обществе. Изучив эту тему, мы пришли к таким выводам. Повесть Артема Ляховича «Черты лысые» написана в поэтике магического реализма. В повести «Черты лысые» присутствуют такие компоненты поэтики магического реализма, как двоемирие, искажение жизненного подобия, магическое влияние слова, относительность времени. Как во многих произведениях магического реализма, в повести наблюдается многоголосица, смешивание языков, преображение героев и театрализованные представления, что вносит карнавализацию в канву литературного произведения. Название повести «Черты лысые» отражает позицию автора о роли культуры речи во взаимопонимании людей. Одиночество главных героев, отражение повести, проблемы отцов и детей. Спасибо за внимание.